В марте 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Историческому решению предшествовал референдум, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова высказались «за». В Доме Москвы в Сухуми прошел круглый стол, приуроченный к 9-й годовщине присоединения Крыма. Это событие стало истинным праздником для крымчан, торжеством исторической справедливости, когда удалось залечить даже самые глубокие раны, вызванные распадом нашей общей родины СССР. Для Российской Федерации воссоединение с Крымом позначимо сопоставимо с признанием независимости и государственного суверенитета Абхазии. Крым в 1954 году, так же как и Абхазия, против воли его народа, был включен в состав другой республики. Последствия этих недальновидных решений мы пожинаем до сих пор. Отрадно, что в 2014 году крымчане приняли историческое решение – быть вместе с Россией. На встрече также присутствовал вице-спикер парламента Ашот Минасян. В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что депутаты парламента, как и весь народ Республики Абхазия, поддержали волеизъявление жителей Крыма на возвращение в состав Российской Федерации. И наша поддержка крымчанам, как и жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской области неизменна. Должен отметить, что свое мнение о ситуации, которая 9 лет назад сложилась вокруг Крыма и юго-востока Украины, неоднократно высказывали на своих встречах парламентарии Республики Абхазия, Приднестровской Молдавской Республики и Республики Южная Осетия, Объединенной межпарламентской ассамблеи государств-участников сообщества за демократию и права народа. Участники круглого стола говорили об изменениях, произошедших на полуострове за 9 лет. Обновилась инфраструктура, построены дороги, появилась федеральная трасса Таврида, Крымский мост, аэровокзальный комплекс и другие крупные объекты. Не менялось ничего, все просто приходило потихонечку, да, в упадок и в упадок. И со временем строительство никакое новое тоже не начиналось, инфраструктура тоже приходила в плохое состояние. Что хочется сказать сейчас? На сегодняшний день мы, например, с Крымом начали плотно общаться в 2018 году. И в 2018 году у них стало все намного уже прогрессивнее, лучше, и они даже в какой-то мере стали нас обгонять в развитии туротрасли. Приезжая сегодня в Крым, я вижу хорошие дороги, я вижу, как восстанавливаются санатории, я вижу, как строятся новые дома, как у людей улыбки на лицах становятся шире. Правда, от того, что они полноправные хозяева своей земли, они россияне. И не важно, какая у них национальность, они россияне. Крым был не впервые присоединен к России. В 1783 году императрица Екатерина II подписала манифест о принятии полуострова в состав Российской империи. Если брать ретроспективно, Хрущев в 1953 году приходит к власти, Сталин умирает в марте, да? В марте 1953 года. Затем приходит Хрущев, и ему не хватает, почему возникает, он развенчивает культ личности, почему он отдает Крым Украине, ему явно не хватает ресурсов. Умер отец народа, кто ты такой? Видимо, идет этот процесс в обществе. И для того, чтобы склонить элиту в свою сторону, украинскую элиту, а Украина – это житница России, да, он отдает Крым, включает ее в состав Украины. После распада СССР Крым стал частью Украины до решения перейти в состав России в 2014 году. В этом же году между Абхазией и Крымом начала работу межправкомиссия по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества. Буквально на прошлой неделе был подписан договор о сотрудничестве в сфере туризма, если я не ошибаюсь. В декабре к нам по линии спорта приезжал министр спорта Республики Крым. И, разумеется, в сфере молодежи также идет сотрудничество. Замечательный форум Таврида, на который приглашают наших представителей с Абхазии, наших граждан принять участие. Очень множество, огромное количество площадок по всей территории России, где наши ребята взаимодействуют с некоммерческими организациями крымскими. И, разумеется, эти отношения не развиваются. В ходе дискуссии собравшиеся высказали мнение по историческим, политическим и социальным аспектам воссоединения Крыма и России. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.